Итак, в августе 2021-го Уфа примет первенство мира по спортивной борьбе среди юниоров. Именно об этом поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте. Я представляю моего спикера. Это Михаил Мамиашвили, президент Федерации спортивной борьбы России. Именно он ответит на наши вопросы. Будем говорить мы по скайпу, потому что сейчас Михаил Геразиевич в Москве, а мы здесь в Уфе. Михаил Геразиевич, здравствуйте. Добрый день, Башкирия. Как слышно, как видно нас? Одна из самых спортивных территорий на нашей огромной карте великой страны. Спасибо за комплимент. Как слышно, как видно, все в порядке? Все, слава тебе, Господи. Михаил Геразиевич, естественно, мы хотим сегодня поговорить о подготовке к первенству мира, о том, насколько это важное спортивное событие не только, наверное, для Уфы, для Республики Башкортостан, но и для спортивной общественности в целом. Ну, начнем с того, что первенство мира – это не единичное мероприятие, которое пройдет на территории Башкирии. Это вот комплекс тех решений, которые были приняты Радой Фаридовичем главой, спортивной общественностью борцовской, президентом Федерации Борисом Владимировичем. Ну и, естественно, нельзя не упомянуть о том, что основные тезисы в подготовку к Госсовету при президенте по развитию физкультуры и спорта, они в том числе и уже обкатаны, проработаны были на территории Башкортостана. Это и юношеский спорт, и борьба школы, это и земский тренер. То есть это череда тех событий, которые логично вписываются в решение по развитию физкультуры и спорта, в частности спортивной борьбы. Что значит для нас 21 год первенство мира? Это тот возраст, который по факту в следующих Олимпийских играх будет основным возрастом, который будет участвовать в отборе, вправе выступить на Олимпийских играх от разных стран, в том числе и от России, в большинстве своем. И, конечно, сегодня провести в столь непростой ситуации, вы знаете, что сегодняшнего дня, не буквально сегодняшний день, но тем не менее, вступили в действие санкции, которые применяются по решению ВАДА и Международного спортивного суда. И вдвойне, в общем-то, ответственно провести первенство мира по этому возрасту на территории России, причем обладая всей атрибутикой любого чемпионата мира. Под флагом нашей великой страны. И дай Господь будут у нас победители, в честь их будет исполняться гимн нашей страны. Почему? Ну, я думаю, что это событие, которое параллельно привлечет огромное количество не только болельщиков, а заинтересованных болельщиков. Я надеюсь, что родители, взяв за руки своих детей, обязательно, и девочек, кстати, тоже, приведут в спортивные школы, и общеобразовательные школы, где сегодня динамично развивается в школах спортивная борьба, приведут своих детей, где они получат, самое главное, возможность реализоваться. Михаил Геразиевич, да. Первенство мира пройдет не только в греко-римской борьбе, а пройдет в разных видах борьбы. Вот в каких, можете уточнить? Дисциплина граплинг, женская вольная борьба, греко-римская борьба и вольная мужская борьба. Огромное количество гостей, огромное количество спортсменов, специалистов, они увидят этот прекрасный город Уфа, увидят возможности, которые предоставляются сегодня для того, чтобы реализовать себя, для молодежи, для борцовского сообщества. Ну, я надеюсь, время, которое они проведут в Башкирии, в общем-то, будет на долгие годы, создаст им не просто прекрасное настроение и впечатление, но и, в общем-то, покажет нашу страну и ее многообразие. И вы знаете, что у нас презентация на чемпионате мира в Казахстане, в Астане, где Башкирия была представлена и национальной кухней, национальными традициями, национальными ремеслами, национальными, все, что входит в традиции Башкирии, было представлено. И больше 10 членов МОК
присутствовал на этом мероприятии. Огромное количество гостей, были все под, в общем-то, таким незабываемым впечатлением, и все ждут проведения чемпионата мира. Хотят приехать, увидеть это прекрасных людей, гостеприимных людей. Ну и, конечно, я думаю, что они мнение о нашей стране, мнение о Башкирии будут в том числе и формировать от увиденного. Это тоже очень важно, помимо медалей, которые они будут иметь возможность завоевать. Какое количество спортсменов, какое количество стран мы ждем? Ну, только по граплингу до 400 человек. Ну, умножайте минимум на 1,5-2 остальные дисциплины, которые будут представлены. Это олимпийские виды. Вольная, женская и мужская вольная. Насколько серьезная конкуренция ожидается? Как вы думаете? Вот вы уже говорили о том, что это юниоры, это будущие члены сборных. Нужно обязательно попытаться попасть в зал для того, чтобы увидеть этот накал, увидеть страсти, которые там будут кипеть, увидеть лучших мастеров со всех самых дальних уголков мира. И действительно, я думаю, что это действие произведет неизгладимое впечатление на любителей спорта, любителей борьбы. Насколько зрелищная борьба в исполнении юниоров? Юниоры более, естественно, экспульсивны, менее расчетливы, поэтому нас ждет фейерверк эмоций и технических действий, убежден. Ну и все-таки надеюсь, что российские борцы, как всегда, будут доминировать. В том числе, конечно, очень много в Башкирии делается вообще для развития физической культуры, для развития спорта. Надеюсь, что в составе сборной команды России в обязательном порядке должны присутствовать, и надеюсь, что будут присутствовать представители Башкирии. Но это, в общем-то, придаст особый нерв этому мероприятию. Я знаю позицию Ради Фаридовича. Считаю, что в каждой семье должен расти сильный и здоровый ребенок. Независимо, какой дисциплиной он будет заниматься. Начиная от поясной борьбы башкирской, заканчивая хоккеем, футболом и, ну и, конечно, тем видом спорта, который помог в том числе и ему формироваться как личности. Это греко-римская борьба, то есть вид спорта олимпийский. Поэтому задача ставится очень серьезная главой. Это в каждой семье только здоровые дети. Здоровый ребенок – это возможность, значит, заниматься физической культурой, разными дисциплинами. Ну и, конечно, по возможности акцент на профессиональный спорт. Добиться того, чтобы Башкирия была представлена в составе сборной команды России на крупнейших форумах спортивных, в том числе на Олимпийских играх. Я убежден, вот та фундаментальная работа, которая системная проводится, она даст свои результаты. Вы знаете, что в ближайшей перспективе начала строительства одного, я думаю, будет из лучших дворцов для единоборств, где могут проводить учебно-тренировочную работу, проводить крупнейшие соревнования борцы, и в том числе и приезжая, и обучаясь уже на территории Башкирии, у лучших специалистов российских. Как думаете, первенство мира – это единичное мероприятие, однако есть целая концепция развития борьбы в Башкортостане, и один из ее элементов – это спортивная борьба в школы. Республика, может быть, не так давно начала активно внедрять эту программу, но есть ли прогресс, вот по вашему мнению? Ну, я скажу, не просто прогресс, а это стало как бы отправной точкой принятия многих решений, или предложений, которые лягут в программу работы Госсовета при президенте по спорту. И вот эти действительно фундаментальные решения, они были в том числе и реализованы в Башкирии. Ну, наверное, при подготовке вы не раз приедете еще в Уфу, при подготовке к первенству мира. Когда нам вас ждать здесь, в столице Башкортостана? Я надеюсь, что в ближайшее время, в ближайшие 10 дней я обязательно буду в Башкирии.
И с огромным удовольствием могу сказать, что подготовка к первенству мира, а поверьте мне, сегодня для России любое такого масштаба, мирового масштаба мероприятия, оно имеет особый оттенок. И, конечно, мы совместно сделаем все для того, чтобы мероприятие было, тем более главу республики с президентом Международной Федерации, членом МОК, членом исполкома МОК, господином Ненадом Лавовичем связывают и рабочие, и человеческие отношения. И, конечно, любая поддержка в плане техническом, в плане консультаций, она будет Башкирии оказана. Поэтому я думаю, что мероприятие должно пройти и оставить незабываемые впечатления. Спасибо большое, Михаил Геразевич, что выделили нам время в своем плотном графике. Мы видим, что вы в спортивном костюме. Это значит, что вы в форме, что у вас очень активная жизнь. Ждем вас. Мало того, я был на мероприятии, где вот именно только такая форма принималась. Плюс у меня майка, если вы увидите. И это, видите, для наших борцов, кто здесь изображен? Да, все видно. Александр Александрович Карелин, да, добрый друг Башкирии. Помимо того, что у нас программа, у нас и проводится каждый год турнир памяти одного из самых выдающихся тренеров, Владимира Алексеевича Бормана. Ну, хорошая, настоящая работа проводится. Я надеюсь, что молодежь Башкирии, она не просто форматирует себя как возможность воспитать в себе качество физически развитого человека, технически оснащенного, но и обязательно тиражируются те принципы, те адаты, по которым жили и тиражировали наши старшие. Великое поколение наших чемпионов, которые с 1952 года, после самой тяжелой и страшной войны, советские борцы были представлены в 1952 году в Хельсинки на Олимпийских играх. И борцы достойны греко-римского стиля, в том числе выступили. Это были фронтовики, люди, которые прошли и испытания концлагерем. Тем не менее, они принесли 4 золотые медали. Как всегда, была многонациональная команда. Поэтому вот эти принципы, которые делают нашу страну сильнее, нашу молодежь активной в этом плане, понимающей цели и задачи, что только через большой труд, через самопожертвование, через ответственность за дело, которое ты на себя берешь, личность может состояться. Это все может дать спорт. Спасибо большое, Михаил Геразевич. Спасибо вам большое за такое полное интервью. Я надеюсь, что мы еще не раз с вами пообщаемся и будем обсуждать эти вопросы. Спасибо вам большое. Спасибо большое. А я напомню, что с нами на прямой связи со студией из Москвы был Михаил Мамиашвили, президент Федерации спортивной борьбы России. Мы говорили о подготовке к первенству мира, которое пройдет в Уфе в августе этого года. Любите спорт и будьте здоровы.